Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Эпидемии гриппа в Абхазии нет. Минздрав обещает завести в республику достаточное количество противовирусных препаратов. Юбилей мастера, народному артисту Абхазии Валерию Ковию, исполнилось 70 лет. Как спасать зимой в горах? Сотрудники МЧС Абхазии провели учения в Кадорском ущелье. Президент Рауль Хаджимба подписал закон о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость. В соответствии с принятым законом от уплаты НДС освобождаются ввоз товаров для детей, текстильных изделий, головных уборов и обуви по перечню, утвержденному Кабинетом министров, ввоз наземных транспортных средств и запасных частей к ним. При реализации наземных транспортных средств и запасных частей к ним налоговая база определяется как разница между ценой реализации с учетом налога и ценой приобретения указанной продукции. Закон был принят парламентом Абхазии в понедельник, 25 января. Заключено соглашение между МИДом Республики и Ассоциацией Европа-Абхазия. Сегодня в Абхазском внешнеполитическом ведомстве его подписали заместитель министра иностранных дел Олег Аршба и секретарь ассоциации Дмитрий Картава. По словам Вито Гриттани, основателя Международной дипломатической обсерватории, это станет новым мостом между Абхазией и Италией. Именно при поддержке Вито Гриттани ассоциация была официально зарегистрирована в Италии. Цель организации – популяризация нашей республики в Европе. Я думаю, что это очень важно, чтобы мы на всех уровнях работали, не только на чисто официальном уровне, поскольку действительно Евросоюз это закрытая очень такая организация, очень диалогизированная, но внутри государств имеется большой резерв для наших контактов. Эти контакты мы хотим использовать. Я думаю, что особенно Италия, где у нас очень много наработок уже есть, очень много друзей, партнеров, коллег, я думаю, что эта история продолжается, и здесь мы ожидаем еще больших успехов. Художественному руководителю, главному режиссеру Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, народному артисту Абхазии, кавалеру ордена Ахтапша второй степени Валерию Ковию исполнилось 70 лет. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Валерия Ковию с юбилеем. В стране и в среде работников культуры вы известны как большой профессионал, обладающий высоким режиссерским талантом и актерским мастерством, говорится в поздравлении. Президент также отметил, что театральные постановки юбиляра широко известны и за пределами республики, например, в России, Белоруссии, Румынии, Швейцарии, Болгарии и других странах, где их высоко оценивают. Глава государства подчеркнул, что в 1992-1993 годах Валерий Ковий стоял в рядах защитников страны. Рауль Хаджимба пожелал юбиляру здоровья и дальнейших творческих успехов. Валерия Ковия чествовали и в правительстве Абхазии. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби устроил торжественный прием и лично поздравил юбиляра с днем рождения. Поздравить с 70-летним юбилеем художественного руководителя Абхазского госдрамтеатра, народного артиста Абхазии, кавалера ордена чести и славы второй степени Валерия Копы на встречу с премьер-министром Артуром Микваби пришли также советник президента Владимир Зантари и министр культуры Эльвира Арсалия. В поздравительном адресе от имени премьер-министра отмечается большой вклад Валерия Ковы в становление и развитие Абхазского театра. Артур Микваби подарил юбиляру серебряный абсар с изображением Самсона Чанба. Он один из когорты выдающихся абхазских режиссеров. Знаем, что вырос в театральной семье. Я прекрасно помню его отца, его мать. Это очень интеллигентная семья, брат. Думаю, что те традиции, которые закладывались в Абхазском театре в первые годы, когда его становления, они продолжаются. И я хотел бы от всей души пожелать Валерию Михайловичу творческих успехов. Я знаю, что у него много идей. Я знаю, что он может эти идеи воплощать в жизнь. Советник президента Владимир Зантари и министр культуры Эльвира Арсалия поздравили юбиляра с днем рождения. Такой новый отчет, как реконструкция театра, как новая жизнь театра. Вот мы сегодня с Зауром Артемовичем говорили о студентах, которые учатся у вас в Щукинском. Чтобы это все и ваша новая какая-нибудь театральная история, постановка, все это превратилось в еще одну очень важную веху для театра. Здоровья вам крепкого, творческих идей и всего самого лучшего. А мы, если чем-то можем служить в культуре, искусстве, то мы всегда рядом.
Сам именинник пока не ощущает свой возраст, ведь Валерию Кову еще предстоит воплотить в жизнь много интересных идей, реализовать творческие планы в своем любимом абхазском театре. Амра Амич, Бельдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Арс мира состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Нцора Гоова. Журналистов интересовали вопросы эпидемии гриппа, состояние лечебных учреждений и, конечно же, финансирования. На пресс-конференции побывали и наши корреспонденты. Репортаж Сари Смыр. Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Абхазии по заболеванию гриппом, министр здравоохранения Нцор Гоов подчеркнул, что эпидемии в республике нет. В школах и детсадах Абхазии детей, болеющих гриппом и ОРВИ, около 10-12%. Но родители боятся отправлять детей в школу, что стало еще одной причиной при принятии решения о введении карантина. Также Гоов отметил, что в ближайшие дни Министерство здравоохранения получит реактивы для определения лабораторного вируса свиного гриппа, пока исследования проводятся на основе симптоматики. Мы отслеживали ситуацию в течение уже 2 недель. У нас случаев заражения свиным гриппом не было. У нас идет обычное сезонное заболевание простудными заболеваниями. Это ОРВИ и ОРЗ. Мы отслеживали ситуацию каждый день, и сводки нам давались со всех поликлиник и больниц. Говоря о недостатке в аптеках противовирусных препаратов, Нцор Гоов подчеркнул, что Минздрав заказал их поставку, и буквально на днях они будут завезены. Для Министерства здравоохранения прошедший год оказался тяжелым, однако планы были выполнены практически на 90%. В этом году Минздрав Абхазии сумел направить пациентов на лечение за пределами Абхазии. Кроме того, была осуществлена программа по обучению новых специалистов в высших учебных заведениях России по повышению квалификации специалистов. Однако министр отметил, что существуют финансовые затруднения, в связи с чем не все намеченные планы были реализованы. Во-первых, мы выполнили, самое главное, все программы, которые целевые были назначены, мы их выполнили. По водопротезированию, и по сахарному диабету, и по педиатрии, и по туберкулезу, мы все программы эти выполнили в полном объеме. Исходя из нашего скудного бюджета, во-первых, мы и заплатили эти 27 миллионов долгов, которые остались с позапрошлого года, да, и эту программу не останавливали и посылали точно так же в лечебные учреждения Российской Федерации наших больных и проплачивали их. На конец этого года вот у нас осталось где-то, даже вот и проплачивали все остальные текущие расходы, где-то около 11-12 миллионов осталось долгов. На пресс-конференции обсуждался вопрос абортов. Здесь, по словам министра, необходимо учитывать медицинские показания, по которым нужно принимать отдельные решения. Он выразил надежду, что в закон будут внесены подзаконные акты. Кроме того, министр отметил, что помимо медицинских показаний существуют и социальные проблемы, которые необходимо решать. Вы знаете, вообще, конечно, я по-большому против абортов. Но как врач я вам скажу, что есть медицинские показания. Здесь не только есть медицинские показания, есть еще и социальная сфера, которая должна быть учтена. Ставить просто вот так вопрос, знаете, полностью запрет. Мы говорили об этом и с депутатами, и мы пытались их убедить в том, что есть пожизненные показания, есть осложнения, которые несут за собой угрозу жизни матери, ребенка. Знаете, эти вопросы непростые. И после даже принятия этого закона, я надеюсь, что будут подзаконные акты, которые будут регулировать эти взаимоотношения. Министр здравоохранения Абхазии Нцор Гоов ответил и на другие вопросы журналистов, в том числе касающиеся медицинского страхования граждан, реконструкции медицинских учреждений и их финансирования. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 222 сотрудникам городской больницы по 90 тысяч рублей. Такой подарок стал возможен благодаря известному российскому политику, меценату Хазрету Совмен. В канун Нового года он передал Сухумской больнице 20 миллионов рублей. Врачи, медсестры, все до единого сотрудники второй городской клинической больницы и даже практиканты стоят в ожидании своей очереди. Расписавшись в бланке, они получат в руки сумму денег, которую между собой называют новогодним подарком. 20 миллионов рублей были переданы больнице в канун Нового года за случай, который по праву можно назвать беспрецедентным. Нужно отдать должное известному российскому политику, меценату Хазрету Совмену. Его личным пожеланием было распределить эту сумму на каждого из сотрудников, чья нелегкая работа недостаточно оплачиваема. Воля самого Совмена была, чтобы эти деньги раздать всем сотрудникам поровну, начиная от санитарки, кончая администрацией больницы, всем поровну.
Среди тех, кто получил благотворительную сумму, Александр Чернов, сын бывшей сотрудницы городской больницы, трагически погибший при пожаре в здании. Молодой человек с благодарностью принял материальную поддержку, а внимание главврача он оценил как знак уважения памяти его матери. Как и на что потратить эту небольшую, но все же значимую сумму, большинство уже определились. Меценату, о котором знают только понаслышке, они искренне благодарны. Для нас, если это сравнить с нашей зарплатой, большая сумма. Ну, посмотрим, что самое главное в доме, чего нету, мы туда несем. Хочу, честно говорить, сыну подарить. Своим детям, внукам потрачу на них. Мне дали 90 тысяч. Всем так же. Меньше никому не дали, всем одинаково. Спасибо огромное этому человеку. Еще раз огромнейшее спасибо. Дай Бог ему возможность еще больше было, чтобы помогать людям. Конечно же, городская больница, которая в этом году исполнится 102 года, нуждается в ремонте и обновлении технической базы. 20 миллионов было бы достаточно на то, чтобы осуществить наиболее важную часть работ, считает главврач. Однако пожелание мецената не обсуждалось. И более того, отмечает, сотрудники такого внимания достойны. Асида Мали, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Рейсинский реликтовый национальный парк оказался под прицелом охотников. Работникам парка приходится противостоять упорству людей с оружием, желающим поохотиться в заповеднике. В субботу на контрольно-пропускном пункте собралась большая группа людей, где-то от 100 до 150. Но они себя называют охотниками, что они могут и должны, и хотят. И раньше они ходили на охоту в Рицинском парке, и также они будут продолжать. И они не понимают, почему их не пускают охотиться в парк. Неоднократно приезжали там небольшие группы, настоящие охотники. На контрольно-пропускном пункте им объясняли, что охота запрещена, нельзя. Разъяснительную работу им проводили, они поворачивались и уезжали. У нас на протяжении года никаких проблем не было. А это, честно говоря, такая сомнительная акция. Естественно, их не пропустили. Установили где-то 199 знаков. В итоге за этот период мы около 15 знаков нам пришлось снять, потому что буквально всю обойму выпускает и уничтожает вот таким образом знак. Помимо этого, очень много других таких, где хотят, стреляют. Понимаете, отдыхающие ходят, и как-то непонятно им, как это в парке. Вдруг человек с ружьем или с автоматом что там ходит. Для них это дико. И не надо, знаете, людей пугать. И вообще, это просто, я считаю, что это кощунственно. Вот со стороны любого гражданина вот такое отношение к парку. К нам приезжают со всего мира. Была вот недавно экскурсия из Израиля, приезжали люди из Швейцарии. Они, знаете, они очень удивлены, что молодцы абхазы, что сохранили вот парк в таком первозданном виде, какой он есть. Нами все гордятся. Вы знаете, это наша визитная карточка. И вот так относиться к нашей природе, вы знаете, это никому не позволительно. Сегодня глава Гагры тоже пригласил вот в администрации села Абзыб. Мы еще раз попытаемся им объяснить. Поедем, они наши граждане, может кто-то заблуждается. Попытаемся им опять внятно объяснить, что этого делать нельзя. Но если они не поймут, нам придется обращаться в правоохранительные органы, чтобы те более убедительно и доходчиво им это говорили. Но никто в парке производить или ходить на охоту не будет, чтобы это было всем ясно. Сегодня утром в одном из частных детских садов, расположенном по улице Сахарова в Сухуме, загорелись подсобное помещение, газовая настольная плита и баллоны с пропаном. По счастливой случайности баллоны не взорвались. Прибывшие подразделения пожарных оперативно ликвидировали очаг возгорания. По данному инциденту ведется расследование. Проверка оперативности реагирования на происшествия в условиях зимнего высокогорья. Такова основная цель учений поисково-спасательной службы МЧС Абхазии. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Первые в этом году учения абхазские спасатели провели в Кадорском ущелье, в окрестностях села Ажера. В маневрах были задействованы поисково-спасательный отряд и кинологическая служба МЧС Абхазии. Доехать до назначенного места оказалось делом весьма непростым. Зимняя сказка внушала обманчивую перспективу легкого путешествия. Приходилось преодолевать естественные препятствия в виде глубокого снега и завалов на дороге. Более того, с окрестных скал прямо на дорогу сошел гигантский слой наскального грунта со всей растительностью. Спасателям пришлось преодолеть и этот барьер.
Основной целью учений стала отработка навыков спасения людей в условиях горных обвалов и схода снежных лавин. Ведь за последнее время число туристических посещений в высокогорной Абхазии в зимний период заметно увеличилось. Спасатели на лыжах добрались до места условного чрезвычайного происшествия, откопали пострадавшего из-под снега и вывезли на снегоходе. Цель обнаружена, приступили к оказанию первой помощи. Высылайте снегоход. Понял. Помимо прочего, были проверены приобретенные навыки хождения на лыжах, качество применяемой лыжной смазки, а также работа четвероногих помощников. Для кинологической службы данные учения стали первой серьезной проверкой работы в условиях зимы. Собаки уже, можно сказать, работают хорошо. Вот мы уже как год занимаемся. Собака быстро схватывает все. Главное понимать собаку, подходить к ней правильно. Собака очень способная. Я думаю, месяца 2 достаточно, чтобы собаку научить поиске. По словам министра МЧС Льва Квициня, учения прошли на хорошем уровне, все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Сотрудники МЧС Абхазии призывают туристов, а также местных охотников быть особенно внимательными зимой в горах, не ходить по незнакомым маршрутам и ставить в известность о месте своего пребывания. Служба МЧС здесь постоянно нужен. Не кроме того, что снег идет, еще туристы будут у нас в следующем году. В этом году уже туризм пойдет. Туристы, вы знаете, непредсказуемые люди. И в горах, в скалах могут случиться непоправимые, люди будут бедствовать. Надо здесь одно отделение МЧС открыть. Мы полностью поддерживаем, что надо, будем все помогать. Что же до учений, то, по словам руководства МЧС, до конца зимы еще не раз в различных регионах страны будет проведена проверка уровня подготовки спасательных подразделений. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений на занятие вакантных должностей судей Верховного суда 4 единицы, военного суда 1 единица, суд Гагарского района 1 единица, суд города Сухум 2 единицы, суд Гульрипшского района 1 единица. Абхазия оказалась во власти холодных воздушных масс. Температура воздуха понизилась до -4 градусов. Как эти климатические изменения отразятся на сельскохозяйственных культурах и что ждать от погоды в ближайшие дни, выясняли наши корреспонденты. Экзотический фрукт киви, казалось бы, одним из первых должен пострадать от холода, но оказывается, растение завезено из Новой Зеландии, поэтому прекрасно переносит пониженные температуры. Фрукт появился в Абхазии благодаря директору научно-исследовательского института сельского хозяйства Абхазии несколько лет назад. Этот киви первым завезен вообще в 80-х годах нашим директором. Тогда он был научным сотрудником, кандидатом наук. Сейчас, в данное время, слава богу, он по киви защитил докторскую диссертацию, считается он автор этой культуры в Абхазии. Теперь киви стал одним из самых распространенных сельскохозяйственных культур и составляет серьезную конкуренцию цитрусовым. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства занимаются выращиванием различных сортов овощей и фруктов. Тестируются растения, которые наиболее приспособлены к местным климатическим условиям. Так, к примеру, на территории института испытывают несколько видов лимона. Как оказалось, некоторые сорта не выдержали температурных колебаний в эти дни. Если посмотрим на лимон, мы видим, последние приросты повредились, но ничего нельзя пока трогать. Трогать можно цитрусовые культуры, они как теплолюбивая культура, их надо трогать, когда тепло установится. Тепло будет, потом обрезки делаем. То, что поломалось, то, что высохло, все обрезаем. Как говорят специалисты, такое похолодание иногда даже полезно для растений, которые находятся в состоянии спячки. Резкое потепление может раньше времени пробудить растения. Кроме того, при низких температурах погибают вредные насекомые. Конечно, речь идет о температуре не ниже -5 градусов. Но, как сообщают синоптики, в ближайшее время в Абхазии природных катаклизмов не ожидается. Проходит очень устойчивая зимняя погода, характерно для Черноморского побережья Абхазии. Мы даже сказали бы, что практически на 1, даже на 2 градуса выше
от многолетних норм. Метеорологи могут делать прогноз на небольшой промежуток времени. Погода – это стихия, поэтому как она поведет себя через пару недель, предугадать сложно, пока Абхазия находится во власти зимы, и это не выходит за рамки нормальных показателей. Нала Мукбасаида Кухава, Абхазское телевидение. И о погоде на завтра. По сообщению гидрометеослужбы ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0, -2, днем 3-5 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.